Сегодня 31 мая 2020 год. Сегодня вот с утра такая новость пришла. Сашку все-таки признали как бы невменяемым. Ну типа опасен для общества и для себя. То есть вынесли такое быстренькое решение. То есть, получается, адвокаты протестовали его задержание и помещение в психиатрическую больницу. Ну и вот они, короче, быстренько вынесли заключение, что Александр Габышев психически как бы неуравновешенный человек, особо опасен для общества и нуждается как бы в принудительном лечении. Ну что хотелось бы по этому поводу сказать, ну то есть ничего другого как бы и не ожидали, по идее-то, ничего хорошего. Понятно было, что так и, что примерно так и будет. Просто это сделано как бы все так топорно, блядь. На скорую руку, знаете. Я бы посоветовал адвокатам, да, наверное, обратиться в Европейский суд по правам человека и признать Александра узником совести уже, наверное. Поэтому надо что-то делать, как бы. Как-то уже решать вопрос. Сейчас, секундочку. Алло. Здрасте. По поводу... Салон целиком вам нужен, да? Состояние неплохое. Смотрите, сегодня выходной день, как бы я за городом. Вы мне ватсапом пишите, что вам надо, и цвет салона сфотографируйте. Я вам подберу что-нибудь. Да, магазин у нас есть. Магазин Дисконт Авто, это на авторынке находится. Давайте. Просто получается ситуация сейчас такая. Они не считают как бы социально опасными для общества вот, коррупционеров, да, которые разворовывают, да, страну. А человек, который пошел против этой системы, он, значит, социально опасный человек, да? Тенденция складывается как бы не очень такая перспективная, не очень радужная. О, УАЗик, смотрите, какой красавец. Не очень, конечно, красивая ситуация. Я бы на месте, допустим, нашего Илдархана, нашего президента, я бы, наверное, все-таки подумал о своей репутации. Да, в республике какой-то беспредел, получается, происходит. Любого там здравомыслящего человека, значит, можно психушку закрыть и держать там хоть сколько. Но он уже выступил вчера там, и знаете, да вот это не с вашего региона, как бы люди. Якутяне не считают его шаманом. То есть получается, если шаман, если ты считаешь себя шаманом, там, каким-то посланником от Бога, да, значит ты дурак и социально опасен, да. Если ты открыто говоришь, там, заявляешь, что, ну, что ты как бы, допустим, вам не нравится, что там вас разворовывают, обворовывают, да, и вся республика, там, вся Россия, как бы, страдает, да. И об этом, значит, нельзя говорить, то есть надо ходить и восхищаться, вот, ой, как мы красиво живем. Получается так, да? Ну, я тоже как бы против. Я не объявляю там себя шаманом, но тогда меня тоже закройте в дурку. Если я просто считаю, что нас обворовывают, держат, знаете, за лохов, за дураков каких-то. Я тоже так считаю.
допустим, из обращения Айсена Сергеевича, там, да он не шаман, там, туда-сюда. А что вот этот шаман? Это какая-то, знаете, должность, или как на нее надо учиться, да, что объявить себя шаманом. Я вот этого только понять не могу. Сегодня у нас, завтра у нас уже получается первый день лета будет. Погода, видите, как у нас наладилась немножечко. Солнышко светит. Я долго не выходил как бы в эфир, потому что очень много работы было. Ну вот решил, сегодня я услышал про как бы, такое, знаете, заключение якутских врачей, психиатров, да. Я как бы, знаете, можно даже сказать, что я возмущен этой ситуацией. Потому что я сам как бы, ну, я навещал как-то, у меня больная родственница была на Котенко. И я скажу вам, ситуация там, знаете, такая, там выздороветь очень трудно. У них принцип лечения получается сонники и сон. Все. Никаких там. Туда попасть, конечно, очень страшно. Ладно, я немножко что-то отвлекся от темы. Ну вот такое, получается, государство, у нас полицейское государство, получается, если ты мыслишь не как там остальное стадо, да, значит тебя надо изолировать от общества, если ты даже ничего противозаконного не сделал. Вот что странно. У нас вроде страна-то как бы свободная, каждый имеет право там выражать свои мысли, чем-то быть недовольным, понимаете. Так что я думаю, что это что-то они перегнули палку-то совсем здесь. Мы должны были в субботу ехать на рыбалку, но проблемы там с мотором. Хотел вам рыбалочку показать, из-за этого поездка сорвалась. Но тем лучше, потому что мы успели сделать много дел. Купили 2 машины, получается, людям хорошие. Несколько велосипедов отправили. Дела. Вот во Владивостоке сейчас обстановка спокойная, но с 1 июня запрещают, получается, запрещают попасть в город, то есть будет невозможно без справки о том, что у вас отсутствует ковид. Результат анализа, ну, какого анализа, где его сдавать, никто ничего не знает. И стоит огромных денег. Вот сейчас, вот, допустим, что-то я слышал цифру, там 2000 рублей, да? Но сейчас у людей и так денег нету, еще и будут каждую неделю делать диагностику себе, что ли. Так что все немножко вообще непонятно. Но парад будет 24 июня. Несмотря ни на что, ни на какие ковиды. Я сейчас поехал в торговый центр Седанка. Такой хорошенький магазин, мне нравится, но просто расположен не очень, конечно, удобно заезжать. Но так вообще магазин мне нравится. Тоже в этом торговый центр Седанка, там больше половины, конечно, закрыто. Но продуктовый работает, супермаркет. Ладненько, до свидания. Включаемся.